вот эти вот выборы, которые прошли за границей, это мы все прекрасно понимали, то, что никто официально не сможет стать президентом. Просто, да, это просто как бы является соцопросом неким таким, да? И все. А этот Мурат Курбанов народно избранный президент. Знаю, Саянская, да? Да, хочется. Но нельзя. Но это, знаете, будет выглядеть так, будто мы страдаем, или у нас есть какие-то предрассудки. Да, представляю. Опять связался с ДВТ. Глупость человека безграничная, да, но с другой стороны, я сейчас многому научился, теперь умею как-то различать людей. Может быть, даже все еще не умею, но в принципе, скажу то, что связь с ДВТ у меня была как бы ошибочным. Во-первых, что такое ДВТ, да. Во-вторых, знал, что творится за кулисами, за экранами, да. Вот. И я посредством ДВТ, скорее всего, начал узнавать самого себя, то есть свои минусы. Я, оказывается, слишком эмоциональным человеком был, мог различать людей, вот, верил пустым словам. Вот. Тупо эмоциональная какая-то вот это вот была. Просто был каким-то зомби, да, если честно. А потом уже, когда человек несколько раз разочаровывается в своем выборе, ошибается много. Благо, еще хорошо, что, мои ошибки, у них не был какой-то летальный исход, да, потому что, первый раз ошибся с Фархадом, меня могли, если я послушался бы, приехал бы в Турцию, меня там упаковали бы. Второй раз, если я дальше начал поддерживать бы Мурада, моя совесть была бы нечиста, и фактически я тоже был бы виноватым, да, что произошло с Фархадом. Благо я еще, когда был в ДВТ, я, единственный человек, вот зуб даю, барайна, я единственный человек, которому я не верил. Я говорю, нет, не может быть такого, Юнус вас обманывает. Он мне говорил, это только не Юнус, у меня есть свои источники, то все. Потом вам рассказал, но на самом деле все это был Юнус. Единственный адекватный человек, относительно адекватный, это был Абдулла. Да, он шестерка, да. Он был зависимым, поэтому он перед экранами ничего им не говорил. За экранами вы не знаете, как он топил Мурада, как он с ним ругался, я-то знаю. Я ему давно говорил, Абдулла, Мурад тебя эксплуатирует, потому что он меня эксплуатировал. Я вам рассказывал когда-то, как он меня эксплуатировал, да? Но я вовремя очнулся. Да, я признаю то, что я лоханулся. Да, можете надо мной посмеяться, да. Вначале все мы были, понимаете, да, вот хватит терпеть, давайте уже к изменениям. Все хотели что-то изменить. Это понятно, потому что никого опыта не было. У нас нет опыта, как у узбеков, как у казахов, как у кыргызов, как у белорусов делать какие-то митинги. У нас же опыта нет. Мы просто... Хороший триггер был. Если бы в этот момент появились бы какие-то нормальные оппозиционеры, а не эти шарлатаны, да, мы бы не просрали. Мы все просрали, мы проиграли эту битву. Плюсы есть, это понятно. Вот. И получается, что я недавно услышал комментарии от одного туркменского адвоката, который живет в Нидерландах, Сережа Мамедов. Вот, я с ним напрямую не общался никогда, но он близкий друг Надежды Атаевой, вот, президент моей организации. Вот. Он даже Надежду Атаеву предупреждал в свое время, не связываясь с этим человеком, то все. Атаева тоже верил. Да, хороший семьянин, пиздец мошенник. И, Надежда Атаева тоже, даже Надежда Атаева поначалу поверила, она его поддерживала, понимаете? И потом все начало появляться, вот эти вот его минусы, он хотел, оказывается, внедрить своего человека в правозащитную организацию и, вести свою политику и влиять на эту организацию. А у него это не получилось. А у Мурада Курбанова были на меня, оказывается, надежды. То, что я стал членом ассоциации, вот, в то время, являясь как членом правозащитной организации, я не могу быть официальным членом оппозиционной группы. Поэтому я всегда говорил, я сотрудничал. То есть у меня официального членства уже не было. Я с ними сотрудничал. Потому что я официально являлся правозащитной организацией. Получилось так, что он понадеялся через меня повлиять на ассоциацию прав человека в Центральной Азии,
который скоро получит международный статус, дай бог, если мы получим этот статус, бля, я вам могу устроить хорошие документы. Дай бог. Когда это случится, наверное, через больше 6 месяцев еще нужно подождать. Я жду, Мурат, через меня пытался как-то повлиять на эту организацию в своих корыстных целях, использовать, хотя у него не получилось, потому что я полностью отвернулся. И теперь смотрите, у меня на руках есть документы ДВТ, они зарегистрированы. Да, есть. Я эти документы сейчас использую против Сердара. Я передал эти документы в нужное место. Если он может очаровать человека, я все сильнее могу. Я же, Мурада Курбанова использовал тоже в своих целях, У него же слабое место, когда ты ему льстишь, он любит лезть. Я ему, вот это вот слабое место давил, он, готов, извиняюсь за выражение, да, он готов был жопу даже открыть, дать. И в доверие конкретно зашел, да, я его. Во-вторых, у меня есть прямой доступ к официальному электронной почте ДВТ. Он у меня все еще сохранен в компьютере. Я могу в любое время, их YouTube-канал забанить. Но я просто это не делаю. Да. По крайней мере, он все важные письма сейчас получает теперь на свою собственную почту. В начале октября, правозащитница Лейла Назгуль, она, отправила письмо Мураду на официальную электронную почту ДВТ, где писалось то, что, Мурат Кылычевич, пожалуйста, дайте нам контакты адвоката Фархада. Мы хотим уточнить детали и поднять этот вопрос, на ВБСЕ. 19 октября в ВБСЕ прошли же переговоры по человеческим измерениям. И, Лейла Назгуль хотела поднять этот вопрос. А Лейла Назгуль, скорее всего, получил эту информацию у туркменского Хельсинского фонда, наверное. А на Дурды Хаджиев, наверное, втихаря натравил ее, на Мурада. И он не ответил, он просто тупо не ответил. А это письмо есть, Сейчас я открою, минуточку. Да, оказывается, не удалил. 2 электронных, видите? ДВТ-1, ДВТ-2, потом Демократик Туркменистан, еще один Google. Это электронный чат, скриншоты. Тут технические части. Те чуваки, которые писали статьи его в этом сайте. Тут вон про Фархада, как стать членом ДВТ, виде инструкции, посты. Он поначалу доверился мне, и обещал мне, он у меня есть 100%, я сейчас найду. Мурат Курбанов. Регистрация префектуры в ДВТ. Я не побаиваюсь. Я Мурада Курбанова вообще ничего не боюсь. Потом возьмусь за Мурада Курбанова. Пусть платит штраф. Открой его задницу, откроется, там про его черные кассы, понимаете? Про непрозрачность бюджета, то, что французская организация, которая вмешивается во внутреннюю политику Туркменистана, то все. То, что он участвует в травле, то, что он пытается вмешиваться в внутреннюю политику прав человека в Центральной Азии. Нуржан занимается вымогательством денег, она же требовала от меня $400. Якобы они мне дали когда-то $400. У меня же банковские счета все сохранены, у меня же никаких переводов нет от их. Нурджан один раз мне $100 дала в январе, как подарок на Новый год, и все. А Мурат Курбанов, он раньше, оказывается, еще обманывал то, что я вместе с Абдуллой якобы... Абдулла-то получал зарплату, а он еще своим каким-то спонсорам там в Америке говорил то, что, оказывается, я тоже получаю зарплату. Она тоже так думала. Она мне своим языком об этом сказала. Почему у Мурата Курбанова жопа, рвется. Каждый раз он начинает травить всех бывших членов ДВТ, которые ушли от них. У него, по-моему, деньги уходят. Он откуда-то получает деньги за каждого члена, понимаете? Тот блогер, тот специалист, СММщик, тот или же в сайт везет, не знаю, Я жду под этот момент келеді, что момент сразу не надо, как говорится. Я прекрасно понимаю позицию, но есть внутренняя политика моей организации, я не могу нарушать эту политику. Это во-вторых, хочу казаться токсичным человеком или же человеком, который участвует в каких-то интригах в глазах моих коллег именно в плане правозащитников, в глазах HR, понимаете, в глазах Фарита Тухбатуллина. Тем более я как волонтер,
Телеграм, веду же телеграм-канал Хроники Туркменистана. Они, смотрите, не поддерживается, когда ведешь публичную какую-то вот эту вот межгрупповую борьбу. А вот смотрите, что делает Гельдеки Аризов. Гельдеки Аризова никто не уважает. Туркменские правозащитники их не поддерживают. Они с ними не работают, не контактируют. Физически уже ничто перед глазами Human Rights Watch. У них репутация плохая среди коллег. Murat Kurbanov'da черный kassa var. Черный kassa qanday? Ben bir yıl şolar bilan ishlashdimi? Bu оказывается, Amerikada pul beradigan adamlar bor, DVT'ga pul beradigan onlara. Şolara короче Reimberdiga aylık төлimiz davaydı ekan. Dani men adıma pul ala ekan. Ben onun üstünü açtım. Он оформляет это как донаты. Там же, смотрите, есть же еще банковская карта перечисления на банковский счет. Менің adıma berli oturan aylığı aladı, понимаете, aladı. И он эти деньги как-то распределяет. И все. А мен bir yıllap ona işledim. Tekstlar перевод edip verdim saytına. O Türkmen dilinde переводlarını koyup verdim. Озвучкаларını edip verdim. Он мне даже за это ни грамма не платил. А после этого Nurcan мне еще пишет, Roma sen bize $400 karzın var dedi. Ben bunu aldım da sahranç edip koydum organizasyama, geçirdim organizasyama ait. Eğer de bir yerde dedi şunu ağzına getirse, за вымогательство деп onu yeminmedem. Январь месяц Nurcan мне $100 подарила за, Новый годыңа подарок деп, маңа $100 подарка берdi. Это подарок. Турцияда митинг oldu ya, Polşa'da mитинг oldu ya, o mitingga katnaşanım üçün bana $50 padarka verdiler. $100 veripdiler, $50'ını Sevdar'a verdiler, $50'ını bana verdiler.